Первым вопросом повестки дня члены правительства рассмотрели проект постановления об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год. Представила проект вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Он основан на фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности и организации за 2021 год и плановых показателях 2022 года. Таким образом, совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2023 год спрогнозирован в сумме 125,9 миллиардов рублей. В том числе сельское хозяйство 10,4 миллиарда рублей и внешнеэкономическая деятельность 41,3 миллиарда рублей. Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2023 год спрогнозирована в сумме 5,3 миллиарда, что на 23% больше аналогичного показателя 2022 года и на 36% больше факта 2021 года. В энергетике объемы спрогнозированы в размере 1,8 миллиарда рублей, и увеличение показателей обусловлено изменением тарифной политики. Мы с этими показателями выходим не только на допандемийный уровень, но значительно его превышаем. Это, наверное, тоже важная черта, и более чем на 30%. Это высокий уровень. На рассмотрение также был вынесен проект краткосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия» на 2022 год. Целями программы являются улучшение производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства и возможность улучшения технологического потенциала предприятий, которые осуществляют свою деятельность в сфере промышленности, сельского хозяйства, ремесленного производства, туризма и ряда других направлений. Законом Республики Абхазия о республиканском бюджете предусмотрены ассигнования на реализацию данной программы в сумме 50 миллионов рублей. Соответственно, в целях реализации этих мероприятий мы вносим данный проект программы для того, чтобы нас в этом вопросе поддержали. Социально-экономический эффект, конечно, очень значительный, ожидать не приходится с учетом объема ассигнований, но, на наш взгляд, та поддержка, которая может быть оказана субъектам малого предпринимательства, может дать определенный экономический эффект, и появятся новые субъекты экономики, которые будут участвовать в формировании бюджета. Механизмы программы предусматривают конкурсный отбор, который будет осуществляться соответствующей комиссией, которая будет формироваться в Министерстве экономики. Еще один утвержденный проект – модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия за 2022-2024 годы. Он разработан в целях повышения эффективности управления контроля за государственными финансами, модернизации экономики и социальной сферы, а также повышения уровня качества жизни населения. Реализация программы позволит обеспечить исполнение принципов бюджетной системы, поскольку внедрение технологий будет способствовать оперативному формированию полной, достоверной и детализированной информации. Финансовое обеспечение проекта будет осуществляться за счет ассигнований Республики Абхазия, в данном случае республиканского бюджета, начиная с 2022 года. Общий объем финансирования на период 2022-2024 предусматривается в объеме 160 миллионов. Особое значение перед полномасштабным внедрением автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части бюджетного учета в деятельность более 400 бюджетных учреждений. На территории Республики Абхазия, если проект будет одобрен, будет в течение 3 лет внедрена автоматизированная система, которая, надеюсь, только будет дальше совершенствовать более чем в 400 организациях. Та система, которая будет внедрена, она существенно улучшит качество принимаемых решений в области финансов, экономики, и что, несомненно, будет влиять на конечный результат. Кабинет министров принял 2 постановления об использовании средств резервного фонда Кабинета министров Республики Абхазия. Министерство финансов направит средства резервного фонда Кабинета министров Управлению капитального строительства на финансирование расходов, связанных с проведением работ по капитальному ремонту объектов КПП ПСО. Данный проект был подготовлен и рассмотрен в соответствии с обращением председателя Государственного таможенного комитета, направлен на улучшение и надлежащее функционирование таможенных органов, в данном случае по таможенным органам таможенный пост ПСО. Общий объем составляет 8 миллионов 470 тысяч рублей. Проблем там, к сожалению, скопилось немало. Неудобств появилось
также немало. И мы должны в ближайшее время там навести, извините за грубость, порядок. Порядок, начиная от автостоянок, санитарными точками, медицинскими услугами, порядком милицейским, ну и так далее, порядком пограничным, порядком таможенным. Там гуляй-поле образовалось. Хотя в системе гуляй-поле известных исторических персонажей были элементы порядка. Также 500 тысяч рублей из резервного фонда Кабмина выделят на проведение работ по расчистке русла реки Ухум. 650 тысяч рублей выделяется и отделу культуры администрации Гудаутского района на финансирование расходов, связанных с участием детского хореографического ансамбля народного танца «Адац» в международном фестивале-конкурсе, который пройдет в Санкт-Петербурге. А знаете, как было? Стоял вопрос, поедут дети или не поедут. И как было бы, если не поехали? А в этой ситуации организовать дополнительные вагоны, да надо поблагодарить Абхазскую железную дорогу, что помогли так. И получилось. На рассмотрение Кабмина также был вынесен вопрос об установлении государственных квот на ввоз, вывоз и хранение наркотических средств и психотропных веществ на 2022 год. Новый проект постановления учитывает реальные потребности в наркотических средствах и психотропных веществах и содержит более широкий перечень указанных средств, разрешенных к ввозу, вывозу. Валерий, вот мы до этого говорили об отчетности. Тут должна быть жесточайшая отчетность. Мы это обсуждали неоднократно. Где мы храним основную часть, да, которую получаем, мы не говорим. Но то, что в работе, Эдуард Валерьянович, то, что в работе, да, по этому поводу я даже предлагаю персонально вообще предупредить главврачей и всех врачей, которые этим пользуются. Плохое поведение в этой части – самая короткая дорога к прокурору и к министру внутренних дел. Вальтер Будпа представил проект постановления об утверждении правил оборота гражданского оружия и патронов к нему, порядка оборота служебного оружия, боевого, ручного, стрелкового и холодного оружия. Данный проект разработан в соответствии со статьями 10 и 19 Закона Республики Абхазия об оружии и регулирует производство, торговлю, продажу, приобретение, передачу, коллекционирование, экспонирование, учет, провозку, транспортирование, использование, изъятие и уничтожение гражданского оружия и основных частей и боеприпасов к нему, а также служебного и боевого ручного стрелкового оружия. Трагические случаи были. Неумение пользоваться, в том числе оружием, на которое есть разрешение. Хотя все это надо крайне ограничивать. Как все представляете, кафе, ресторан, отдыхающие, молодые люди с оружием, за поясом. В разные времена и сотрудникам уголовного розыска, оперативникам, как мы их называли, было запрещено демонстрировать наличие табельного. Скрытое ношение, правильно? Открытое ношение было ограничено. Запрещено. Да, запрещено. А здесь тут все цветет. Все, люди приехали отдыхать, а не наблюдать за тем, как у граждан Абхазии массовое использование огнестрельного короткоствольного оружия. Семьям Ахры Киркинадзе и Лорана Смыр, погибших на Донбассе, назначено единовременное социальное пособие 1 миллион рублей. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Кроме того, Кабмин установил дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям Киркинадзе и Смыр. Кабинет министров постановляет назначить с 1 августа 2022 года многодетной семье погибшего Киркинадзе Ахры Шаловича дополнительное ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Установить выплату пособия единственному родителю на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 18 лет, учащихся дневных отделений средних, специальных или высших учебных заведений до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Семья Смыр Лорана Руслановича состоит из 4 человек. Это супруга и 3 несовершеннолетних детей. Младшему ребенку 4 года. Семья состоит на учете в отделе социального обеспечения города Сухум.
получают пособие как многодетное по 900 рублей на каждого ребенка, то есть 2700 рублей. Вот. Пока не успели обратиться за назначением пенсии, как семья потерявшего кормильца, но назначим пенсию, это на каждого ребенка 2700 рублей в месяц. Также постановление о дополнительных мерах социальной поддержки. Назначить с 1 августа 2022 года многодетной семье погибшего Смыр Лорана Руслановича дополнительное ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Кабинет министров принял постановление об установлении минимального размера месячной заработной платы. Предлагается установить его в размере 10 тысяч рублей. Важно отметить, что данный пункт не распространяется на органы государственной власти, государственного управления, государственные органы, бюджетные учреждения и организации, финансируемые из средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия. Следующим пунктом поручается Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия совместно с Министерством финансов Республики Абхазия в срок до 1 января 2024 года подготовить и представить в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров Республики Абхазия порядок и источник финансирования расходов, необходимых для повышения минимального размера месячной заработной платы в отношении работников органов государственной власти, управления и иных государственных органов бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетной системы Республики Абхазия. Министр по налогам и сборам Джансу Хнанба отчитался об итогах работы ведомства. Нарастающим итогом мы прогнозируем поступление налогов в бюджет за 7 месяцев более 2 миллиардов рублей. За июль месяц результаты перевалили за 400 миллионов рублей. То есть это существенное перевыполнение плана, и мы надеемся, что будут и последующие месяцы основания, так скажем, экономические параметры, факторы будут способствовать соблюдению вот именно такой динамики. Председатель ГТК Отар Хетце проинформировал членов правительства о том, что плановые показатели удалось перевыполнить. 6 месяцев текущего года при плане, значит, 1 022 миллиона, фактически было поступление 1 351. Это плюс 329 миллионов сверх плана полугодия. Министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день. На данный момент, на сегодняшнее утро 11 пациентов. Сегодня планируется выписка 4 пациентов. Вот, да, в районах тоже отмечен незначительный рост. Мы ПЦР-диагностику возобновили практически во всех районах. Ситуацию мониторим. Кабмин разрешил наркодиспансеру Минздрава Республики Абхазия передать МВД аппаратно-программный комплекс для медицинских исследований. Члены правительства также рассмотрели и приняли ряд других постановлений. Лаура Капш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.